Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 29 сентября 2022 года. С вами снова я, Арцуев Аслан, на канале Реалити. 21:00 по Берлину и 22 по Джохару, соответственно. Так, видно меня, слышно? Наверное, видно и слышно. Вроде все нормально. Так, друзья, вас всех приветствую. Приветствую. Так. Перед началом своего стрима, как обычно, я бы хотел вам показать видео от Генерального штаба Збройных сил Украины о потере русских террористов в русско-украинской войне. Так, это займет минуту, пожалуйста. Так, это информация у нас от Збройных сил Украины. Далее я вам расскажу про Лиман и расскажу еще кое-что. Но вначале я хочу вам рассказать про референдум. Я вчера очень много смотрел этих видео, которые прошли, про референдум, который прошли в Донецкой области, там в других местах, типа они присоединяются и так далее. Я сейчас просто хотел, очень хорошее у меня видео было, так много было, что я его непосредственно сейчас найти мне представляет. Сейчас, подождите, в самый последний момент вспомнил про это видео, которое я хотел вам показать. Так, смотреть позже, наверное, может там, или это было, может быть, в ТикТоке я смотрел. Скорее всего, это было в ТикТоке, поэтому потребляю очень много просто информации, в огромном количестве, никогда столько не потреблял информации, просто иногда уже сходит, уже не понимаешь, где находишься, что делаешь, потому что так много этой информации. Вынужден пересматривать, перелопачивать и так далее. Так, вот они, по-моему, нашел я. Так, сотни людей ждут своей очереди на избирательных участках Мелитополя, чтобы проголосовать за воссоединение с Россией. Ну и у меня, к сожалению, только так я вам смогу показать. Это мирное небо, несколько десятков, может быть сотня человек, там не как здесь написано, несколько сотен, конечно же. Это я вам с русского показываю канальчика. Ну и таких видео, вот где вот под музыку, что там все там как-то цивилизованно, люди идут, голосуют, ну и так далее, и так далее. Просто для
Просто для представления вам показал, как было. Вы сами можете это посмотреть в Ютубе, посмотреть, как проходил псевдореферендум по присоединению к России, то есть оккупированную территорию русские террористы аннексируют, имперцы, фашисты аннексируют и присоединяют к себе. То же самое произошло в Чеченской республике Ичкерия. Почему я вам это показывал? Да, тот референдум, который был проведен в 2003 году о принятии Конституции, так называемой Конституции Чеченской Республики, где в первой статье указано, что Чечня является неотъемлемой частью фашистской России. Это в истории единственный документ, который даже русские просто, ну хотя бы как-то сварганили. Просто чтобы было что-то, что говорит о том, что чеченский народ сделал выбор в сторону России. За все 4 века противостояния, русско-чеченское противостояние, ни одного документа на уровне народа не было подписано. В разных деревнях, разных аулах, когда их окружали и вынуждали сдать оружие, там кто-то мог что-то написать, сказать: сдаю оружие, буду служить, ну там, клянусь верности царю и так далее. Может, такое было. Наверняка такое могло быть. Ну, чтобы вот как народ изъявляет такое желание, нигде ни у кого никогда не было. Даже в большой советской энциклопедии Чеченская Республика была написана все там добровольное ухождение, там 3-10, какая-то формальность всегда соблюдалась. У нас, про нас было написано, про чеченцев было написано: присоединены к царской России, там имперской царской России и так далее. И вот сегодня этот вчерашний вот этот референдум, который, кстати говоря, продлился 5 дней, и, ну, короче говоря, о его легитимности, о его правовой стороне говорить вообще не приходится. Это все вот то, что я вам показал. Это максимум, на что они были способны. Собрать коллаборантов и оккупантов, которые переоделись в гражданку и исполняют такую массовку. Как будто там столько людей ломится на этот референдум. Хотя, конечно же, какие-то коллаборанты, они есть, были, и их больше, чем было в Чеченской Республике Ичкерия. Так вот, ни даже вот такого видео, где там люди под музыку куда-то идут и так далее, нет. В Чеченской Республике откровенно, прямо голосование проводили военные. Это было в марте, по-моему, если не ошибаюсь, 2003 года. Ну, такой же пшик такой был, как сейчас прошел он на Донбассе. Ну, точно так же, ну, еще более вызывающий, еще более откровенно гнилой референдум, псевдореферендум они проводили в Чеченской Республике Ичкерия. Конечно же, этот референдум вчерашний, ни мир, ни Соединенные Штаты, ни Германия, кстати говоря, наш Олаф Шольц тоже сказал, что он не признает фиктивных референдумов. Германия не признает фиктивных результате фиктивных референдумов, заявил Олаф Шольц. И Германия тогда и наш не признала, ну, наш, тот, который у нас провели эти террористы и фашисты. Никто тогда не признал, ну, кроме каких-нибудь там очень близких России стран, какой-нибудь Венесуэлы, Ирана, может, Абхазии, может, еще кто-то. Вот такие кто-то был, но больше никто не признавал. И это было очень интересно наблюдать. Я специально начал смотреть все, искал в ТикТоке, искал эти все видео про референдум, там оказалось их очень много разных. И было интересно наблюдать, потому что мне было с чем сравнивать. Сравнивать с референдумом 2003-го. Это тот самый референдум, на который ссылаются русские, на который ссылаются коллаборанты и говорят, что мы вошли в состав России, это наш паспорт, там, и так далее, и так далее, и так далее. Это Филькина грамота, которая ничего не стоит. И этот референдум, который они сейчас провели, который мы потом в суде будем все это доказывать обязательно, очень хорошо показал, он был лучше проведен, лучше, чем в Чеченской Республике. Видимо, учли ошибки, видимо, ну и таких разрушений нет, не велась подрывная диверсионная деятельность.
на территории вот тех мест, где проводился вот этот так называемый референдум. А у нас в Чеченской Республике голосовали военные, то есть оккупанты. Оккупанты вошли на территорию Чеченской Республики. Живой президент Аслан Масхадов, законно избранный, при наблюдении международного сообщества, там около 50 стран были наблюдателями, ОБСЕ наблюдало. Аслан Масхадов жив, здоров, находится в подполье в то время. И тогда проводится ближайшим человеком Аслана Масхадова, Ахмадом Кадыровым, муфтием так называемым, агентом КГБ, ФСБ, он как бы лицом выступает, а Россия проводит этот референдум о принятии Конституции. И первая статья, как я сказал, это о вхождении Чеченской Республики, что Чеченская Республика является частью Российской Федерации. И о том, что мы являемся частью Российской Федерации, голосуют оккупанты. То есть на БТРах, на танках, там, на УАЗиках, на Уралах подъезжают, им туда возят, с комендатуры они подъезжают, или возят им там на их военные базы вот эти переносные урны и так далее. Ну и, конечно же, рисуют. Я знаю чеченцев, которые рисовали, помогали рисовать, составлять, не лично, знаю пофамильно, кто этим занимался. И это очень хорошо, что вот сейчас был проведен этот референдум, потому что когда будет суд над фашистской Россией за преступления против Чеченской Республики, нам очень легко будет доказывать, потому что сейчас же все фиксировалось Западом, фиксировалось и тогда Западом у нас то, что дома проходилось, поэтому проблем, сложностей не было бы. Для меня это доставляло такое эстетическое удовольствие, наблюдать, как проходит этот референдум, псевдореферендум, и как они пытаются его как-то легитимизировать и как-то его популяризировать. Все это полная ерунда. И я поздравляю еще раз всех чеченцев, что был этот референдум, потому что у нас будет еще один железобетонный аргумент в пользу на суде. А суд непременно состоится в Соединенных Штатах Америки, национальной юрисдикции Соединенных Штатов Америки, над военными преступниками, российскими военными преступниками, кто доживет до этого. В том числе и до пропагандистов и, конечно же, чеченских коллаборантов, которые служили фашистской России. Конечно же, кто доживет. Неизвестно, конечно, кто доживет, но кто доживет, тот увидит Америку и тюрьму Америки увидит. Это уже решенный вопрос. Также американцы сообщили, срочное сообщение было от американцев, где призвали они американцев, США призвали американцев скорее покинуть Россию, чего они опасаются, вопрошает BBC. Посольство США в Москве рекомендует американским гражданам немедленно покинуть Россию. Дальнейшие действия властей России после референдумов в оккупированных частях Украины ожидаются на следующей неделе. А на этой Кремль заявлял, что никаких решений о закрытии границ и военном положении пока не принято. Гражданам США не следует посещать Россию. Тем, кто проживает в стране или путешествует по России, следует незамедлительно покинуть Россию, пока остаются ограниченные возможности для коммерческих поездок, говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства США. 24 января, ровно за месяц до начала российского вторжения, США призвали американцев отказаться от поездок в Украину из-за угрозы военных действий России, а также предписали покинуть страну членам семей дипломатов. 21 сентября российское правительство начало мобилизацию граждан вооруженные силы для поддержки вторжения на Украину, напоминает сейчас американская дипмиссия. Там опасаются, что Россия может отказаться от признания гражданства США лицам с двойным гражданством и воспрепятствовать их выезду из России. Более того, призвать лиц с двойным гражданством на военную службу. Понимаете, да, если вы являетесь гражданином США и России, вам могут запретить выезжать, так как россиянам полностью перекрываются все границы,
И эти граждане США и России, приоритетом станет их российское гражданство, и их не выпустят из страны, и они останутся. Более того, их могут призвать на эту преступную, агрессивную ФСБшную войну против Украины. Уже сейчас возможность вылететь из России ограничена, но поездки на автомобиле и автобусе по-прежнему доступны. Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, предупредила дипмиссия. До США покинуть российскую территорию своих граждан призвали Болгария, Польша и Эстония. Американские дипломаты не исключили, что условия, включая транспортные возможности, могут внезапно стать еще более ограничительными. Понимаете? Резко это может произойти. Сухопутные границы России сейчас открыты, но пропускные пункты забиты до отказа. Через них устремились сотни тысяч мужчин призывного возраста, чтобы избежать мобилизации и необходимости убивать или быть убитыми в Украине. Из-за пробок они вынуждены пересекать границы с Грузией и Казахстаном пешком или на велосипедах. Возможность вылететь из России ограничена числом авиабилетов и наличием виз. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду предложил передать автомобили, брошенные россиянами на границе, семьям тех ребят, которые поехали воевать. То есть фактически Володин предложил отбирать машины тех, кто хочет выйти за границу и стоит на вот этих пробках. Была информация, что эти автомобили по заниженным ценам люди просто распродают. И вот Володин решил таким образом дать поживиться грабителям, которые грабят и убивают в Украине, дополнительно их поддержать таким образом. А Минобороны России заявила, что даже в условиях частичной мобилизации, что, конечно же, ложь, никакой частичной нет, была скрытая, и сейчас идет открытая всеобщая мобилизация. Ограничений на перемещение граждан России не предусматривается. Опять ложь. Хотя известно, что на пограничные переходы переданы базы данных о мобилизуемых и есть случаи отказов на выезд из страны. В Северной Осетии, через которую люди пробираются к грузинской границе на КПП Верхний Ларс, вводится режим повышенной готовности. Въезд автомобилей из других регионов за некоторыми исключениями запрещается. Указ на этот счет в среду подписал глава республики Сергей Миняйло. Никаких решений о закрытии границ и введении военного положения в отдельных регионах России не предпринималось, утверждал 2 дня назад представитель Кремля Дмитрий Песков. И, конечно же, как обычно, лгал. Мне об этом ничего не известно. В настоящий момент никаких решений не принято, говорил он, отвечая на вопросы, будут ли в отдельных приграничных районах, введено военное положение и будут ли там закрыты границы. Никаких решений на данный момент не предпринималось на этот счет, отвечал он на вопрос о возможности военного положения на некоторых территориях. Цитата по ТАСС. Ну вот такая информация. Также я хочу сказать, смотрите, русские пропагандисты, тут которые повыплывали разные блогеры и так далее, я их тоже очень известных, не очень, они не очень известные, но у них по несколько сот тысяч подписчиков бывает, по десятков тысяч подписчиков. Ну почему-то я о них не слышал, хотя я очень много перебираю всю эту информацию, смотрю и очень хорошо запоминаю, что я увидел. Но я таких людей не встречал, и вот резко они появляются и говорят какие-то вещи. И так вот, от нескольких таких, на мой взгляд, подозрительных, скажем так, блогеров, и по информации, которая сейчас, о чем говорят американцы, я слышу, что они говорят, для того, чтобы избежать мобилизации, вам нужно прятаться в больших городах. Уезжайте в большие города. И вначале мне показалось это логичным. Так и есть, как бы в большом городе легче затеряться. Но потом, когда я увидел, что это делается несколькими русскими именно блогерами одновременно и в разными словами, но смысл приблизительно, чтобы потеряться, затеряться, нужно быть в большом городе, и потом накладывается информация от американцев, и есть еще кое-какие
моменты, которые говорят об этом. Большой вероятностью можно предположить, что большие города, они специально созывают людей, чтобы американцам или другим украинцам, в первую очередь это будут делать украинцы, было бы сложнее наносить удар, и чтобы было больше жертв, чтобы обвинить в этом тех, кто бомбит, например, эти города. Например, я не сомневаюсь, я почти уверен, что удар по Москве будет, большой-большой долей вероятностью. Особенно если Путин там испытает сейчас ядерное оружие, еще там какую-нибудь пакость совершит, и совершит опять какой-нибудь подрыв чего-нибудь, запустит какой-нибудь газ, химию или биологическое оружие. Поэтому конечно, прятаться в городах больших проще, но не гарантированно, конечно. Как человек, который большую часть своей жизни прожил в Москве, я знаю, что там милиция умеет находить, искать, выслеживать, именно чтобы заработать там 2 копейки. Не то, чтобы они там преступников очень хорошо. Вы можете там совершить какое-нибудь тяжкое преступление, переехать в другой район и жить в другом районе, и вас могут не найти. Но вот именно когда им нужно ловить каких-нибудь там кавказцев, таджиков, узбеков, вот тогда они проявляют такую изобретательность, потому что с этого кормятся и лазят по всем квартирам, по всем чердакам, подвалам и так далее, и так далее. Короче говоря, глаз наметан у них на это дело. Поэтому мне кажется, будет правильно, если наоборот, особенно это касается чеченцев, покинут Москву и другие большие города. В первую очередь, конечно же, Москву. Постарайтесь эту информацию максимально довести до чеченцев, которые живут в Москве. К сожалению, я уже давно с многими, почти ни с кем не общаюсь из чеченцев, проживающих в Москве, ни с кем не общаюсь, который проживает в Москве. Ну вот, если кто-то там живет или знает, то имейте в виду, это может произойти в любой момент. От сегодняшнего, там, через неделю до через месяц, 2, 3, полгода. Поэтому я сроков не знаю, я только предполагаю, что удар, скорее всего, будет. Ну, я был бы не против, если бы удар был, конечно, хороший, массированный удар в районе Лубянской площади. Архивы могут пропасть, конечно, но они их могут уничтожить. Поэтому особенно центр там и так далее. Ну и, конечно же, бункера Путина, который Путин боится просто до смерти всего. Такие меры безопасности предпринимаются Путиным. Он просто в панике находится, не понимает, что делать. Просто вот напором вот этой силой, которой они когда-то в 1941 году завалили трупами, в 1942-1943 году людей заваливали трупами. Но тогда была одна маленькая такая загвоздка. Одна такая проблема. Да, народ был, 250, по-моему, миллионов жило в Советском Союзе. И можно было потерять, как они говорят, 27 миллионов, по другим данным 42 миллиона. 10%, 20% потерять. И еще там процентов 20-30 инвалидов без рук, без ног. Можно было раненых там и так далее потерять. Россия таджиков, узбеков, кавказцев, всех остальных гнали. Как мы знаем, самые большие потери были у азиатов во Второй мировой войне в процентном соотношении. Потому что русских посылали последними, как сейчас посылают бурятов, татар, чеченцев, дагестанцев, там, ингушей и так далее, для того, чтобы их потери уменьшить. Тогда, когда мясо у них было, но у них не было, они на конной тяге фактически тогда воевали. Они вступали в войну с немцами фактически на конях, на телегах. И благодаря ленд-лизу, западной помощи, помощи американцев, помощи Великобритании, удалось русским продвигаться вперед. И нужно сказать, что Вторую мировую войну, большую часть не французы, которые были
как одна из сторон победителей, ни русские, которые потеряли больше, русские, советские, которые потеряли больше всего людей, не победили. Тогда победили англосаксы, американцы и англичане. Вот сейчас Россия мобилизует, собирает людей, там, отправляет им, нет ни касок, ни бронежилетов, нету ни медицины никакой, ни жгутов нет, ни бинтов нет, ни одежды нет, ни питания нет. Вообще ничего нет. Все это просто обеспечить у них нет вообще никакой возможности. У них нет обеспечить возможности даже вот тех, кого они ЛНР и ДНР так называемых призывают, до конца полностью обеспечить. Поэтому можно было бы подумать, что вот они сейчас будут закидывать трупами, и в конце концов они там победят и пройдут. Это не так, потому что сейчас те самые англосаксы ровно на той стороне, на чьей стороне, на противоположной стороне от России. Поэтому Россия не выстоит эту войну. Россия просто завалит трупом. Ее план сейчас собрать 100, 200, 300 тысяч, первых, которые собираются, и начать контрнаступление. Потому что украинцы, понимая, что сейчас идет мобилизация, активизировались, и сейчас огромнейшие просто успехи, новые успехи после харьковских и других событий происходят в районе Донецкой области, в районе Лимана. И большими потерями русские собираются сейчас отбивать это все. И вот просто сзади ставятся пулеметы, как во Второй мировой войне это было заградотряды. И посылать людей там с ржавым автоматом на 3 человек вперед. И вот украинцам, как когда-то немцам, придется их косить. Это вот по рассказам немцев, по мемуарам, которые мне доводилось читать, такие вещи очень психологически, очень трудные. Некоторые немцы сходили с ума, убивая столько людей просто. Потому что против железа, даже такого, которое было в 40-х годах, тело не может выстоять, как мы понимаем. Сейчас же украинцы даже видеть не будут. Поэтому, наверное, сошедших с ума от массового убийства русских террористов, оккупантов, у украинцев будет меньше, чем у немцев. Но сам факт, что они это собираются делать. И вот эта волна мобилизации, которая сейчас началась, они сейчас их укомплектовывают, люди сейчас разбегаются, на этом ничего не закончилось. Только сейчас все начинается. Волна за волной. Будут забирать и 50-летних, и 60-летних, и кривых, и косых, и одноногих, и женщин. Всех. А в 41 году, когда это уже в 42 году, в 41 году, вы слышали, наверное, истории, что он в 16 лет ушел на фронт, сам убежал добровольно и так далее. Там в 15 лет убежал и так далее. Это неправда. Может, какие-то там попадались, кто шел там за отцом, за братом, решили туда пойти. Молодежь, она умеет делать такие необдуманные шаги. Но чаще всего это были как набирались вот эта молодежь. Их набирали и отправляли. Насильно, а кого обманом, кого насильно, кого там добровольно, принудительно и так далее. Поэтому события только-только разворачиваются, набирают свои обороты. И мы будем за этим всем следить и комментировать. Давайте сейчас я перейду к вашим комментариям и немножко расскажу, потому что не очень много у меня есть информации по поводу того, что происходит в Лимане. И ничего лишнего сказать я бы тоже не хотел бы. Но у меня есть открытых источников, ну и есть кое-какая такая небольшая, там, хорошая просто скажу, что это хорошая информация, что все отлично. Все отлично, и русисты просят коридор, русисты просят им пощадить, дайте выйти, уже умоляют. Котел сам в Лимане, он фактически закрыт, но есть моменты, где русские пытаются прорваться, выйти и так далее. И уничтожение оккупантов в Красном Лимане, и вообще в этом районе, это дело нескольких дней, как сообщается. Поэтому русские в панике, и я очень надеюсь на их благоразумие, и что они сдадутся в плен.
уже подготавливаются, уже готовы есть тюрьмы для военнопленных. И они, украинцы, соблюдают международное право, Женевские конвенции. В этом уже за эти 7 месяцев, 8 месяц уже мы все убедились, и русские убедились, как русские пленные разговаривают с этим Золкиным, там журналисты есть, которые с ними общаются. Просто поэтому можно посмотреть. Ну не хамят они только разве что. Просто они не хамят, но пытаются что-то юлить. Видно, что люди абсолютно не чувствуют никакого страха. Они сидят, их кормят, набирают вес, толстые. Как вернули азовцев, вы тоже все видели, в каком состоянии были. Мне даже не надо азовцев показывать. Я прекрасно знаю, как они с чеченцами обращались. Я читал материалы, я дружу с людьми, которые у них побывали в плену. И там их пытки видели. Поэтому мне, как русские себя ведут, как соблюдают право и конвенции международные, мне, конечно, это никак ничем не удивить. Но вот у русских положение намного лучше. Повезло им. Повезло, что они воюют с нормальными людьми. И нормальные люди их разобьют. Им повезло, что с ними обойдутся по-человечески. И вот ситуация такая. Посмотрим. Будем наблюдать, будем комментировать, друзья. Перехожу к вашим вопросам. Так. Кубик, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Так, друзья, всех приветствую. Руслан, алейкум салам. Всех я приветствую, друзья. Бамут, Вангста, Леди, Шайверга, Машвой, Швежери. Ассаламу алейкум, Рой Робин, алейкум ассалам. Как думаешь, когда будет создана демократическая партия Ичкерии на основе Конституции 1999 года? И какие перспективы могут быть в международных отношениях у нашей страны? Я не знаю такой Конституции 1999 года. Были изменения внесены в 1997 году, но у нас Конституция сама принималась 12 марта 1992 года. Демократическая партия Ичкерии, я сейчас могу ошибиться, как она называется, мои единомышленники, мои товарищи уже обрабатывают эту мысль, уже там идут дебаты, я в этом не участвовал, конечно, я готов помогать и так далее. Чеченская демократическая партия, по-моему, она называется, я могу сейчас ошибаться в названии, и она уже фактически есть. Главное, идея есть, люди есть, которые готовы нести эту идею. Я думаю, очень хорошо, что есть. Поэтому, таким образом, нам надо готовиться, друзья. Нам надо уже готовиться к тому, что мы должны будем и набирать милицию, проводить выборы президента, парламента, депутатов избирать, и, конечно, нужна нам партия, будет нужна. Короче, как-то так. Пока я этим, не вникаю в эти дела, меня это интересует постольку, поскольку, конечно, меня наш политический ландшафт интересует, меня интересует партия, любые партии, которые у нас будут, мне они будут интересны, мне интересен их устав, мне интересна их программа. Программа у нас, в принципе, есть. Вот, Ибраим Никархо, Альви, антитеррор, Байсангур, кто там еще, не буду всех называть, но многих вы уже знаете, там и по никам знаете, и так знаете. А эти люди работают и над программой, и программа у нас есть, она, в принципе, у нас и озвучивалась, и мной озвучивалась, мы ее одинаково поддерживаем. Она может быть не только у одной партии, да, партии могут иметь очень схожие программы, в чем-то, в каких-то вещах немножко отличаться, и на этом как бы строить свое политическое будущее, свою карьеру. Это хорошо, мы все должны заниматься политикой, нам не то чтобы именно быть в ней, мы должны в ней разбираться. Как минимум, мы должны повышать свой уровень, образовательный уровень в этом деле, потому что
мы должны знать, как нам идти, куда идти, что мы хотим, чтобы нам не закидывали какие-то вражеские идеи, которые мы хватали, бежали за них и просто нашу страну разносили в пух и прах. На основании Конституции 92 года люди, которые признают ее, не связаны с русскими террористами, с российской разведкой, эти люди являются нашими единомышленниками. Ну, может, у некоторых из моих единомышленников чуть-чуть другие по этому поводу. Я про себя говорю только. Как-то так, Дион. Так что все будет Ичкерия. Валейкум ассалам, Питер Вольф. Шавига Маш Вовель. За убийство Зелимхана Хангашвили при такой вашей позиции вас совсем не смущает. А убийство Зелимхана Хангашвили при такой вашей позиции вас совсем не смущает? Вы ведь не дурак, значит, все-таки подлец. Вам кажется, что в Украине государственный терроризм обрел легальную форму? Я не понял, Чебурашка или Чебурашфашка, кто ты там. Я не понял, что ты сказал. Понял, что ты меня оскорбляешь, конечно. Ну, я больше ничего не понял, что ты хотел сказать. Ну, оскорбить тоже у тебя не получилось. Салам алейкум, салам всем свободным людям. Салам, Эд. Витаю тебя. Салам, Машал, Дума Саргафрея, Хоиоэль Маш. Так, Астан, как ты думаешь, ФРФ применит ядерное оружие против Украины? Эд, я думаю, такой сценарий очень маловероятен. Исключать, конечно, ничего нельзя. У меня были время, когда мне казалось, что вот они сейчас уже готовятся. Я думал, знаешь, когда они захватили вот эту Чернобыльскую атомную электростанцию, и когда вот этот украинский какой-то политик Харамия, как Давид, как-то его, забываю его имя, сказал, что какие-то там кадыровцы сейчас захватят, потребуют независимости Ичкерии. Тогда я реально испугался. Я думал, что сейчас они будут взрывать, и сейчас они на нас это будут сваливать. Да? А потом уже доказывать, что ты не верблюд. Тогда я просто, ну реально подумал, что вот, значит, они какой-то проброс делают. Удалось тогда эту волну сбить, и эта тема заглохла. Я думаю, нас услышали. Один из участников тогда переговоров, да, это было после переговоров с русскими террористами, один из участников переговорной группы с украинской стороны при оказании сопротивления был ликвидирован украинской стороны, был ликвидирован украинским СБУ, по всей вероятности это был какой-то засланный агент, которого СБУ выявила, потом вот этого Арахамия его звали, Арахамия тоже что-то уже не так слышно, видимо, подвинули, потому что не вызывает доверия. Потом, когда они в Запорожье начали мутить, у меня возникали мысли, что вот удар нанесут, я не думал, потому что это такой ящик Пандоры. Если самое ценное, это вот нужно исходить из этого, я из этой логики исхожу. Самое ценное в фашистской России это система КГБ и Путин, который над ней сидит. И вот самое главное жизнь это Путин и Патрушев, который даст умереть все 90 миллионов русских, чтобы он остался жив. Это вот в это я верю, это я знаю, убежден в этом точнее. И нанести атомный удар ракетой, вот сказать, я по вам шандарахнул, это автоматически просто себе на лоб нарисовать зеленкой прицел, и на тебя уже полетит эта атомная бомба. До тех пор, пока воюют с его солдатами, теперь с его народом, которого он мобилизует. Поэтому я считаю, он не нанесет удар. Он трус. Это гнида, которая хочет жить больше, чем я не знаю кто. Хотя он людей абсолютно не жалеет и готов просто сжигать их в топке, этих людей, топки этой войны. То, что они могут провести испытания, вот это я могу допустить. Да? Они запустят какой-то мощный взрыв, сделают где-то в океане или где-нибудь в Сибири на полигоне. Снимут с нескольких камер, покажут, будут нам это рассказывать и пугать таким образом Запад. И здесь свою агентуру раскачивать, зачем нам умирать за Украину, зачем нам воевать с Россией там, и так далее, и так далее.
чтобы народ, а здесь народ свободный, разношерстный и так далее. Но, к большому счастью, здесь народ хотя бы не хочет этой войны, но я думаю, народ сплочен и как бы четко представляет, что все-таки Россия угроза. Уже это в голове у немцев, по крайней мере, я уже это фиксирую. Я думаю, что это уже зафиксированный факт. Слава Богу, слава Богу. Ну, конечно, есть и те, кто не любит американцев и хотел бы дружить с русскими. Скорее всего, это агентура русская еще со времен Штази. Поэтому я не думаю, что он применит, но может провести испытания вот из-под тишка, как обычно. Я не я, там лошадь не моя, вот тут такого плана может он себя вести. Ну, посмотрим. Так, Марат, тебя слышишь? Взаимно, Руслан, взаимно. Вован Глус, ассаламу алейкум, добрый вечер. Ну, алейкум ассалам, всех приветствую. Так. Это, я думаю, применят. Русские совершенно лишены человеческих чувств. Их чакры крутят в обратную сторону. И бесовское их сознание не привести к уровню человеческого сознания. Дуся Чеченко. Дуся, я думаю, ну, ты права в первой части, что они во второй части, что они лишены человеческого достоинства, чувств. Это Путин точно лишен. Банда, ФСБ, КГБ, у них нет этого. Это у них считается слабостью. Быть человечным вообще, не быть жестоким, не быть подлым, не быть лжецом. Это у них, это лох для них, для их понимания, которого нужно съесть. А вот за себя они боятся. Вот, я думаю, они не применят. Ну, посмотрим. 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 Хотелось бы, чтобы не применяли. С другой стороны, как говорится, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Быстрее бы применили бы, быстрее бы ответили бы, и на этом поставили бы точку. И уже занимались бы разбором завалов Кремля. Основа, я тебя знаю, и всех ребят, с которыми ты учился, и к вам в общежитие я приезжал. Ты меня знаешь, но я этого не скажу. Мегарду, Руслан, Мегарду. Салам, лучше не говорить, Руслан. Сейчас тебя будут отслеживать и так далее, и так далее. И лучше тебе не надо говорить ничего. Салам Машал, ду Аслан, Дейлер, Салам Машал, Хуэль, Чечня, не Россия. От Зеленский син обращение, гладу говоря, цу хуюц Чечня Еваш на российской территории Бош. Гирсон, я это видео выложил у себя в сообществе, где он обращается. Ну, смотрите, было видео, сейчас я вам найду, раз уже затронули эту тему. Я не хотел, конечно, этого говорить, Бош, да? Но вы меня вынуждаете делать. Где этот делал? Вася с Уралмаша делал. Так. Подоляк был. Вот я сейчас не знаю, где это видео у меня, потому что в этом ТикТоке просто все запутано. Короче говоря, чувак по имени Подоляк, Дмитрий его зовут, постоянно рассказывает, какой он интеллектуально высокий, как он говорит, когда о российских каких-нибудь чиновниках, всегда подчеркивает, какие они тупые, и так далее, и так далее. Сам всю жизнь пробыл там журналистом, каким-то пропагандистом украинским. И не знать то, что сделали чеченцы, он не может. Я его назвал забывчивый интеллектуал. Да? Забывчивый можно взять в кавычки. Так вот, вчера смотрю его, или сегодня это уже, ну это ночью было. И он говорит, что Россия нанесла столько вреда, она там воевала в Грузии, она воевала в Сирии, она воевала там в Африке. И ни одного слова про чеченцев. Ни одного. Да, они говорят хорошие вещи. Да, они
находятся на войне. Они, правда, не воюют. Воюют сбройные силы и воюют украинские солдаты. И девушки, и парни. Но мне кажется, это самое настоящее свинство. Самое настоящее свинство нас относить к Российской Федерации. И вот такие подалеки, Арестовичи, Гордоны и другие россияне, и кто там, Цимбалюки, эти люди ничем для меня и для чеченцев не лучше россиян. Вот запомните, я не хотел это говорить, думаю, не буду пропускать это мимо ушей, но с другой стороны, если ситуация сейчас изменится, нас опять будут задвигать. Опять будут вот такие товарищи, политиканы и проходимцы, которые случайно оказались на вершине власти в Украине, могут наши интересы ущемлять. Мы помним, как батальон имени шейха Мансура внесли санкционный список. Это сделал Данилов, который когда-то был бандюгом в Донецкой области. Ну, может, он там внедренный какой-то агент был там и так далее, Часто у бандюгов такое бывает в их среде. Поэтому я не знаю, конечно, может он СБУшник старый, ГРУшник или кто-то еще, неважно. Но санкционный список он уносил. И вот сейчас вот такие вещи говорят. И Зеленский говорит. Для меня Зеленский, президент Зеленский, россиянин, который развлекал в Кремле убийц наших, когда активная фаза геноцида шла чеченского народа. Приезжал, его 95-й квартал, развлекал россиян, веселил, смеялся, зарабатывал деньги и так далее. Подоляк, который был журналюгой, никогда, он не может не знать. Ладно, Зеленский мог этого не знать, хотя сейчас он не знать не может. Тот же самый Арестовича и другие третьи, Гордоны, Цимбалюки, пропущенные через лошадь. Они для меня являются россиянами. Я просто не хочу сейчас акцентировать внимание, идет война. Я не хочу вообще Зеленского в первую очередь критиковать. Остальные для меня это вообще никто. Это россияне. Причем не нормальные россияне, которые признают нашу страну, а россияне, которые я считаю никем и ничем для меня. Умерли. Вот это такие же люди. Поэтому я не хочу нанести вред украинскому сопротивлению. Пускай они будут это говорить, но вот я и сейчас это говорю, и неоднократно и так говорил, мы должны понимать, что надежда только на нас самих. Найдутся среди украинцев, а там есть огромное количество наших сторонников, и не будет вот эта администрация в Украине всегда. У нас бойцы, тысячи чеченцев, я в первые дни войны это говорю, как у меня это была информация, и еще тысячи и тысячи готовы в любой момент взять в руки оружие, в любой просто, только сказать, выходите, там в Украине уже есть готовые. Поэтому мы с украинцами, вот эти наши бойцы с украинцами, с теми бойцами, побратались на войне. У нас уже, как можно сказать, родственные связи с украинцами. Не наверху, а глубинном уровне. И они останутся до самой смерти этих бойцов, которые вместе будут, до глубокой старости их. Эти родственные отношения, их дружеские, они останутся. Такое оно, боевое братство. Поэтому я за отношения украинцев и чеченцев уже не волнуюсь, но вот эти вещи, когда они делают, они у меня вызывают негатив, как и у тебя, Чечня, не Россия. И пускай, у них, знаете, они виноваты. Я другого объяснения этого не вижу. Они виноваты в геноциде чеченского народа. Именно поэтому Ермаки, Подолюки, Арестовичи, Гордоны, Цимбалюки дают Невзоровым там гражданство и пытаются остаться на этой линии. Это КГБ УССР, которая помогала нас уничтожать, чеченский народ. И они боятся нести за эту ответственность. Они не могут сказать, что мы признаем Чеченскую республику, потому что автоматически они предают всех тех, они же друг друга знают, кто у них свой, там не свой. Они считают, что в этом плане они обязаны стоять на этой линии.
Я не знаю, если есть одиозные террористы среди украинцев, которые воевали, убивали нас, и они будут, к ним вопросы нашего следствия должны возникнуть. Ну вот всю вот эту шушеру, а никто, кроме вот Гордона, который продавал пирамидки, 4 пирамидки в комнате ставите, и у вас сон прекрасный, у вас деньги к вам возвращаются. Там, вот, ну, это аферюга, КГБшные чисто аферы, как у Мавроди МММ и там разные. Это все делалось под управлением, под началом КГБ все это делалось, ФСБ. Поэтому это люди, которых выталкивает СБУ там, и так далее, и они никто и звать их никак. Если они будут нас называть россиянами, смело посылайте всех вслед за русским кораблем, и я буду всегда так делать. Для меня они россиянцы, и останутся они такими. Украинцам это не имеет никакого отношения, то, что я говорю. Ну, только если частично, что они являются гражданами страны. Ладно, не хотел говорить, но вот выговорился. Пусть будет, Кубик. Лично по ТВ видел русаков по всей Чечне, по ТВ лично по месту жительства, когда те приходили на Урал и автобусов избирком, и это было глупо, ведь они сами несли пропаганду, что в Чечне всех русских и так далее. А сам, после выборов президента в 1997 году народ больше никакие выборы не выходил у нас. Да, не выходил. Я сказал, уходил. В 2003, да, ты имеешь в виду это. Да, не выходил, конечно. Выходили только кучка коллаборантов и предателей. Ассаламу алейкум всем свободным людям. Машал душу ночи ома машу нах. Ва алейкум ассалам ночи. Так. На стриме картинка тормозит, подвисает. Так у всех, спрашивает. Так, у меня под разными роликами, чего убили, уже 2 раза застрелили, сожгли, обматерили, думая, что я Аслан. Агентура сестер Абдурахмановых, Халитов, Белакиев, Янгулбаев, везде. Ну, конечно, там полезных идиотов они набрали, и там ресурс, там выделяются деньги и так далее. Кстати говоря, одна из сестер, Абдурахмановых, сделала видео на чеченском языке, это, кстати, будет полезно знать и украинцам, где этот агент российских спецслужб, которого я давно уже разоблачил, призывает всех тех, кого насильно мобилизуют в Чеченской Республике, он это говорит на чеченском языке, чтобы ему писали те люди в телеграм-канал. Вот украинцы заигрывают с ними. Например, вот этому Абдурахманову, который нагло лгал, что он имеет шведское политическое убежище, находясь здесь в Берлине, пытался через агента СБУ получить, как было сказано в видео, которое распространялось, где они между собой общаются, его представить каким-то ополченцем, видимо, который перешел на сторону Украины и выехал в Европу, и в Литве получить документы он должен был. Но этот план провалился после того, как мы обратили на это внимание, на эту информацию, которая была выложена в YouTube. Я так понимаю, их услугами украинские спецслужбы пользуются. Где-то их там нужно засветить, где-то так делать. И потом это уходит боком. Ну, может, это украинцам не выйдет боком, потому что вот этот Абдурахманов говорит, что ему в Телеграм-бот, Телеграм это ФСБшное, никто не пишите в Телеграм, если вы хотите сохранить конфиденциальность. И, конечно, любая связь прослушивается. На e-mail, если вам, e-mail могут скрыть и так далее. Более-менее надежная почта, это Proton есть, такая служба. Gmail тоже скрывается и так далее. Но это чуть сложнее сделать. Украинцы, для тех, кто хочет сдаться, специально выкладывали номера телефонов. Я сделал отдельное видео, где я говорил про эти телефоны. Так вот, этот Абдурахманов призывает чеченцев на чеченском языке, всех, кто хочет дезертировать и перейти на сторону Украины из мобилизованных,
звонить ему, писать ему. Он не сообщает ни украинских телефонов, ничего. Я прошу всех, это большая провокация, очередная. Всех, кто ему звонил, всех, кого он мог сдавать, он всех сдавал. Сдавал, когда он работал там на прослушке, в этом электросвязи. И сдавал, когда уже здесь я говорил, что он агент, а меня обвиняли в том, что я вот тут святого человека, такого искреннего мусульманина, обвиняю в том, что он агент. Не слушая все мои доводы, все мои доказательства. Хотя я их не все привел, и при удобном случае, когда настанет время, я обязательно все приведу эти доказательства. Со свидетелями и так далее, и так далее. Так вот, и сагавай зидаряш чушон, вай нохчан зидеш, бю хумшуш, ночи омах арьеч набатюш. Поэтому никто не пишите ему, не сообщайте ему, есть украинские номера. Просто на них позвоните и скажите, когда вы уже там находитесь, что я хочу сдаться. То все, и мы можем идти. А так это будет сдаваться. Поэтому ни в коем случае не доверяйте. Не доверяйте этим людям и распространите, чтобы никто не писал, кто хочет сдаться в плен украинцев, не писал ни мне. Я писал тогда свой вместе с телефонами. Я, к сожалению, потом я подумал, зачем мне нужно было давать мой e-mail. Достаточно дать только украинские номера. Не надо мне писать. Вот есть украинские номера. Звоните туда. Вам для этого интернет не нужен. Маленький фонарик, телефон, который вы можете спрятать, чтобы у вас не изъяли. Потому что смартфонами там русские не разрешают своим пользоваться. Поэтому вот таким образом можно будет перейти на сторону Украины. Я еще буду об этом говорить и распространять и телефоны, и информацию. Поэтому ваша безопасность, ночи, дакайхдайши, массарга, знаю, матиешиш, вона, мадайтиш, вай, халлак, табош, лячхальш, далятиш, цаму, он. У меня был один знакомый, вот, извиняюсь, сейчас чуть отклонюсь от темы, который звонил мне так много, я ему рассказывал, объяснял там, что это агентура, их деятельность, их сеть. Он опять как будто не это, или агент это был, или дурак это был, я не знаю. Ему объяснял, часами я человеку объяснял. Он соглашался, потом на второй день говорит, ну у тебя же нет доказательства. Все, я перестал брать ему трубку, потому что или я дурак, или это он дурак, я не могу понять, кто из нас дурак. Сидят, кушают там, инша Аллах, боже, может, доказательства, шьяйцер. Табу, талец, кварцерельш, сунамца, кунайван худадис. Так. 90% россиян, говорит, баркализатор. Россиян такие же, как и Путин. Их нужно изолировать или повесить, другого не надо. Аминь. Вешать не будем, но ты близок к правде. И я даже, знаешь, что скажу? Что больше даже, чем 90, они такие, как Путин. Я хочу дожить и приехать в Чири вместе с всеми, кто здесь покушать Жижи Галнаш. Асколя, обязательно мы соберемся в городе Джохаре. Все подписчики будут приглашены, и мы обязательно отпразднуем нашу победу. Да, Алмула. Да, Алмула. Так, пора тебе задуматься, что не так. Ночью Хусейнит закаются на видео Хилвул военнопленный. Оказывается, они вернули в Чечню. Милвар из Киргиз. Да, Киргиз Мусиханов это был. Да, я видел это видео. Он говорит, что он снова поедет, как на Газе живет, снова поедет воевать. Я только не знаю, почему его вернули. Ну ладно, да там, как говорится, не разберешься дело. Маша Лайдасан, чуваш, Машой. Друзья, я перемотаю, потому что я слишком ушел. Так, вернусь немножко назад. Хамзат Машой, алейксалам.
Я сегодня предложил депутату Украинской Рады Гончаренко создать интернациональный Моссад украинцев, грузин, Ичкерии, Молдовы, ФРФ, везде по всему миру. Отличная идея это, отличнейшая идея, отличнейшая. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Бегите ночью, говорит Руслан. Цундель олос воевящ, воин орца цадала, воин орца вайл цавац, дервац фрея. Воин ца года, воин годизи, вой бартхеля бишун, вой ниц бойгайта бишун. Не будет, нам никто не будет оказывать помощь из гуманитарных соображений. Да, покушать дадут, социал дадут там, ну, это минимальный гуманитарный уровень, который достигло человечество в цивилизованных странах. И они оказывают его просто так даже. А вот если мы хотим, чтобы у нас было какое-то государство, чтобы мы стали сильными, чтобы мы имели полные права, будучи гражданами Ичкерии, для этого нам нужно делать все самим. Никто нам ничего не сделает. А мы сами можем это сделать. У нас мощнейший потенциал. Вы увидите, через год, два, три, это чеченцы, живущие в Европе, чеченцы, живущие в Чеченской Республике Ичкерия, будут абсолютно свободными, и вы просто не узнаете этих чеченцев. Появится огромное количество молодежи, образованной, которые не будут бояться говорить, как сейчас они молчат, и их нет. Они начнут искать правду, они искать будут помогать нашему народу. Мы просто взорвемся, семимильными шагами пойдем просто вперед к прогрессу. Да, мула. И к политическому, и образовательному, экономическому, технологическому и духовному будем идти к прогрессу. Да, мула. Да, мула. Доктишам, да, мула. Аслан, неужели только принцип Хиросимы может исправить страну? Да, Руслан, скорее всего, мы идем к этому. Гордон, начав сейчас пока, не время об этом говорить, но все увидите. Гордон начинал бизнес с Кашпировским, два вруна, два мошенника. Аслан Невзоров рассказывал байки, с каким трудом он приехал через Финляндию, как его прятали, боялись, что узнают он русский и так далее. Сейчас народ русский спокойно стоят, хотят переехать в Финляндию. Да это лжецы, это подонки, это не люди. Вот я на полном серьезе, это не люди. Да, это абсолютно, это сгусток просто зла абсолютного. И они этим гордятся даже, им нравится. А Невзоров умеет это свою вот это гниль, грязь обволочить такими красивыми словечками. И это хавают русские. Я же знаю, как некоторым русским нравится, как классно он говорит и так далее. За первую неделю после мобилизации в Финляндию уехало 38 тысяч. Финляндия сообщает, что заехало 38 тысяч россиянцев. Все, как там этот Невзоров перемещался, не знаю. Гордон очень много бизнеса делал на экстрасенса и тому подобные чепухе. Мошенник серийный. Есть интервью с ним, по-моему, Радио Свобода. Эту тему раскрывает полностью. Да-да. А как хорошо, что ты сказал про Тумсика, что он говорит, что ему писали, что хочет сдаться, когда есть номер украинского, куда можно позвонить. Да, надо об этом говорить. Но видите, у меня, например, было обращение на этом канале, я его делаю к русским, как несколько дней назад я его делал, 5-6 дней назад это было. И на этом канале это видео набрало 2000 просмотров. Сколько там, 18 минут, 14 минут, 13-14 минут это видео. Я его разделил на две части и поместил в ТикТок. У меня там в 3 раза меньше подписчиков, даже меньше, было даже еще меньше, когда я заливал. В 4 раза даже было меньше, чем на этом канале в YouTube. Так, у меня там посмотрело 670-650 тысяч посмотрело. А здесь в YouTube только 2000 посмотрело. Вот они давят этот канал. И я хочу сказать, что они не дают никак разойтись. Как-то ему это удается делать везде, видимо, они меня обложили.
И YouTube способствует этому. И благодаря этому информация не доходит до нужного. Плюс идет работа о том, что я агент ФСБ, там антимусульманин, там и так далее, и так далее. И ведется еще дополнительная работа. Просто не дают распространиться информацией, как это было бы на свободном канале здесь в Ютубе. Вот разница просто. 2000 и 680-650 тысяч где-то. За 670 тысяч там было последний раз. Вот просто чтобы понимать, людям интересно или не интересно, давят или не давят канал. Поэтому вы должны как-то хотя бы доносить мою информацию, если есть такие люди, которые готовы этим заниматься. Я это делаю абсолютно бесплатно, поэтому вам тоже придется это делать за бесплатно, для того, чтобы хоть одного попробовать спасти. Эссан, добрый вечер, Эссан, вам и всем добрым людям. Витаю вас, Эссан, и вам доброго вечера. Гордон начинал свою деятельность под покровительством Кобзона. Ну а кто такой Кобзон, я думаю, говорить не надо. Да, это агент КГБ. Скажите свое мнение о Владимире Осечкине. Я Владимира Осечкина, ну так, поскольку наблюдал за ним, но абсолютно не доверяю и отлично о нем сказал Саша Сотник. Там больше просто добавлять, больше, я думаю, не стоит. Нет никакой веры этим людям, когда они начинают... Да, они иногда говорят правильные вещи, где-то какую-то информацию дают. Ну, по-другому никак. Они же должны раскрутиться, они должны получать какую-то информацию. Как, например, у нас есть такой Рус-Адат Янгулбаевы. Они фактически и придумывали информацию, какая у них там была про задержание, и вообще получали информацию прямо из дежурной части ГУВД города Грозного. Фактически оттуда у них получалась информация. Но это информация, которая идет в ГУВД города Грозного, она идет и в ФСБ. Вернее, у ФСБ, банды ФСБ по Чеченской Республике есть доступ к этой информации. Так вот, они фактически получали в каком отделении, там где кто задержан и так далее. Они, конечно, и левые лепили. Но на Западе получать такую информацию, западные гранты готовы для этого помогать и говорят, этот человек, значит, реально имеет связи, реальные контакты, будем финансировать. Как только представляет угрозу, пошел к черту. И все. И вот таким образом эти люди пролазят. И я могу сказать про Осечкина то же самое. Я думаю, я Александру Сотникову доверяю. И считаю, что этот человек сделал очень неплохой анализ и по Сотнику, и по Фейкину. Поэтому вот как-то так. И нападки на Осечкина и Фейкина, на Александра Сотника, например, мы позволить здесь в Европе, чеченцы, я лично не согласен, не позволю, например, совершать нападки, там где-то там они будут чернить. Если мы откопаем свой топор войны и займемся и Фейкинами, и Осечкинами, они быстро укатят отсюда обратно. Просто нам нужна информация, заниматься этими персонами. Но пока нам нет такой возможности. Ну, Фейкин, конечно, раскручен украинцами, Медведчуком, Арестовичем. Поэтому эти товарищи лучше пускай не трогают Сотника, и мы их пока тоже не трогаем. Звонок Тумсику, и приезжают ФСБшники брать тебя в плен, говорит Хамзат Гилаев. Да, Хамзат, я думаю именно так. Аслан, смотрю тебя внимательно. Вдруг параллельно уходит антитеррор в телеге. Нашел время. Ну, можно смотреть и в записи, и после. Али Бакаев вступил на тернистый путь ваххабизма. Қиетару, хаж дама қиятна қиетару. Баяғатса бокшо, баяғатса нолиза. Ну, посмотрим, да. Так, пойдемте дальше. Так. Махаздехе, да, махаздехе духоне Хамзат. Меня не забудь пригласить Ичкерию после того, как только все закончится. В смысле, не забудь, ты уже приглашен уже, это тебе главное не забыть приехать. О чем ты говоришь? Мы с тобой еще на наш хлам съездим.
Муцар-Юрт. Хамзат Гилаев, вот именно так, это не мне. Так, украинский Моссад уже начал действовать. Гуглите, Станислав Асеев был узником Хрюгов в Донецке. Эдмомеда, немного расскажи, что такое Моссад. Я думаю, это знают многие, что такое Моссад. Это еврейская, израильская спецслужба, которая стоит на защите государства. Я на самом деле не так много про нее знаю, но знаю, что они врагов Израиля находили, доставляли, ликвидировали, иногда применяли не очень одобряемые в мире методы, но по-другому спрятавшихся преступников, иногда просто физически было, там, террористов, которые, например, тогда в Мюнхене против олимпийских спортсменов, участников Олимпийских игр из Израиля, которые их убили. Вот их они ликвидировали. Там, по-моему, один всего еще остался в живых, остальные все убиты или посажены. Так. Что-то там нечисто с дачей в плен и обменом засланных хиллатеи. Ты про этого киргиза Мусаханова? Я не знаю, Хомбадидиза. Я там не знаю. Ежери, адикюэль, хаэль, адик бюзде, калэль, фрея. Так, друзья, немножко перемотаю. Привет, Асна. Клирик обещал обнародовать про Невзору информационную бомбу. Ждем-с. Ну, было бы интересно увидеть, что за бомба, почему надо ждать. Надо выкладывать и гасить просто. Как это у чеченца имя Киргиз получается? Он не чеченец, а киргиз. Нет, Дуся Чеченко. У чеченцев мы настолько толерантны, я не знаю более толерантного народа, чем чеченцы. Мы называем киргиз, ну правда киргиз я в первый раз слышу это имя, грузин есть гюржи, у нас есть такое имя, по-чеченски мы говорим гюржи, называем гюржи. Хири есть, осетин, чеберлое, нет, милорис, черкеса, хуола. И разные, вне зависимости от религиозной принадлежности. Мы называем вот наших соседей именами, национальностью, мы называем, если у тебя друг, например, какой-нибудь национальности, чеченец, чтобы проявить уважение, может назвать в честь его именем или в честь его национальности может назвать. Поэтому у нас есть такие прецеденты, это у нас ну, как бы абсолютно спокойно воспринимается. Араб мы можем сказать, араб. Масаневич, духу много. Нет, это был не позывной, это было его настоящее имя. Киргиз Мусиханов его зовут. Моссад самая засекреченная служба, уничтожает врагов своего народа по всему миру, несмотря на политические баталии. Да, вот именно так, коротко и ясно ты сформулировал. Коротко и ясно. Та и киргиз и махажи хиэр сундик буалботи стагат. Так, понятно. Кизляр имя есть. Ну, и да, как хотят. Как говорится, в этом гостинице я начальник. Родился сын, называй как хочешь. Друзья, я на этом свой стрим закончу, показав вам одно видео. Давайте посмотрим. ДНР. НАТО расширяется. Диды воевали. На Украине фашисты. Вторая армия мира. Биолаборатории. Хохлы все нацисты.
Крым наш. Мы вас освободим. Русский мир. А ты где был эти 8 лет, пока дамбили Бомбас, старый хрыч? Потерь нет. Жест доброй воли. Зеленский клоун. Демилитаризация. Денацификация. Друзья, на этом я свой стрим заканчиваю. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете, распространяете наши идеи, наши ссылки на наш стрим. И, как обычно, все будет ичкерия. Ассаламу алейкум, бюз де адикюэль.